Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на Мамадышском тракте. Он что сказал свое оправдание? А что, говорит, не видел? Чего летаете вы? 4 машины столкнулись из-за одного неосторожного маневра. 6-летний ребенок погиб под колесами иномарки рядом с домом. Он перебегал дорогу, и тут машина со всей скорости просто сбила его. Причины трагедии. И как ездят автобусы в Казани. Вот у нас как автобусы поворачивают. С какого ряда? Автоинспекция взялась за общественный транспорт. Это и не только прямо сейчас. Один неудачный маневр и 4 разбитых автомобиля, 2 из которых вряд ли целесообразно восстанавливать. Крупная авария произошла на пересечении Мамадышского тракта и улицы Интернациональная. По рассказам участников аварии, один из водителей начал поворачивать налево в самый неподходящий момент. Подробности в материале Матвея Опросина. Ушибы только. Кровь из носа. Вот у того, вот у этого пацана. Несмотря на то, что удар был сильный и автомобиль разбросало по дороге, никто из участников аварии не получил серьезных травм. Как отметили водители, все 4 машины двигались в одном направлении, пока одна из них, фургон Volkswagen, не повернула с левой полосы в средний ряд, где в этот момент ехала Kia. Ехал прямо, да, и броневик резко начал перестраиваться. Я что-то смотрю, это резко на меня идет. И этот уж машинально просто перестроился сюда. Это просто уходил от удара. Ну, он вас задел, и вы вылетели, получается. Да, и вылетел в ветер, да. После столкновения с фургоном Kia по инерции проехала дальше и остановилась лишь возле светофора. Но до этого она ударила ВАЗ-2107, который в свою очередь развернула и отбросила на Opel. Вопрос, кто виноват и что делать, решился прямо на месте. А кто виноват сейчас, получается? Броневик вон, инкассаторский. Он что сказал свое оправдание? А что, говорит, не видел? Чего летаете вы? Ну, он признал свою вину. Да, я признал. Сейчас водителю Volkswagen остается надеяться, что страховых выплат хватит на ремонт всех поврежденных автомобилей. Матвей Опросин, Айрат Назипов, Мария Мецгер, Адель Мулахметов. Вызов 112. 6-летний ребенок погиб под колесами иномарки в Нижнекамске. Трагедия произошла в 6 часов вечера на внутриквартальной дороге прямо перед домом, где он жил. Ребенок гулял один, без сопровождения взрослых. Иномарка, по уверениям очевидцев, ехала с превышением скорости. Маневры, предпринимаемые водителем после того, как он увидел мальчика, от наезда не спасли. Альбина Минибаева с подробностями. На улицу вышли почти все жители дома, напротив которого произошла трагедия. Страшная новость быстро облетела соседей. Под колесами автомобиля погиб ребенок, которого здесь знали все. Вышел в подъезд покурить. Удар. Слышно. Два человека побежали в эту сторону. И все, я оделся, вышел, смотрю, ребенок лежит. И все. А тут, оказывается, с соседнего подъезда ребенок. Трагедия произошла на внутриквартальной дороге. За рулем «Мерседеса» был 24-летний молодой человек. Уже известно, что стаж вождения у него 5 лет. Очевидцы говорят, что автомобиль ехал с превышением скорости. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Вероятно, водитель до последнего пытался избежать столкновения с ребенком. Выехал на обочину, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм ребенок погиб на месте. По словам очевидцев, мальчик был один на улице, без взрослых. И, скорее всего, он направлялся к яблоне. Его часто видели у этого дерева. Яблоки были, вот где-то здесь растут, я лично сама не знаю. Он перебегал дорогу, и тут машина со всей скорости просто сбила его. Он за яблоком побежал. Дети хорошо знали погибшего мальчика. 6-летний ребенок много гулял на улице. Мои друзья не сказали, постучались, она им открыла дверь. Мальчики сказали, что ее сына сбил. Потом она вышла, прогулялась с ними отсюда, посмотрела. И потом она уже ушла домой и начала плакать. Сильно кричала она. Ребенок беспризорный был. Родители алкоголики. Он один бегает везде. О случившемся родителям сообщили очевидцы ДТП в момент трагедии. Они были дома. Они пришли, стучались к ним. Они дверь не открывали очень долго. Они уж бабахали, они кое-как открыли. Абсолютно пьяные оба родителя были.
Потом подошли к ребенку, он лежит уже мертвый. Они даже не наклоняются к нему, стоят, шатаются. Невменяемые абсолютно родители. С родителями провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас расследуются все детали произошедшего. Действительно ли ребенок был предоставлен сам себе и какова степень вины водителя, определит следствие. Ну а сегодня на дороге, где сбили мальчика, появился пешеходный переход. Разметку нарисовали примерно в 50 метрах от места трагедии. Альбина Минибаева, Анастасия Шакирова, Марсель Джураев. Вызов 112. Не справился с управлением и столкнулся с соседним автомобилем. Два «Ниссана» не поделили дорогу на проспекте Ямашева. По рассказам одного из водителей, причиной аварии стала другая неустановленная машина, которая подрезала одну иномарку и уехала с места происшествия. Избежав одного столкновения, водитель «Ниссана» увернуться от второго уже не мог. Подробности в материале Алины Мусиной. Он профессиональный гонщик. Вы его увольняйте, он хреново гоняет вас. О водительских способностях вероятного виновника аварии хозяйка иномарки Nissan X-Trail говорит весьма нелестно. Как отметила автоледи, молодой человек двигался с ней в попутном направлении, пока внезапно не въехал в ее автомобиль. Причиной же такого вождения хозяин черного Ниссана назвал действия третьего автомобилиста, который, по его версии, и спровоцировал аварию. Ее здесь нет вообще, она с места скрылась. Он просто спокойно уехал вот сюда, уехал куда-то. Как отметил молодой человек, после того, как его подрезал неустановленный автомобиль, он потерял управление над своей машиной, в результате чего и въехал в другую иномарку. Меня там вертело, разворачивал, потому что я туда пытался уйти. Вот и все. А контакта с ней не было, да, у вас просто? С ней контакта, к сожалению, в этом случае не было. И сейчас дело на самом деле не до того. Нет желания никакого абсолютно разбираться, кто прав, кто виноват, ситуация далеко неприятная произошла. Если во время разбора ГИБДД не удастся установить третий автомобиль, то с высокой вероятностью виновным в ДТП признают молодого человека. В этом случае ремонтировать собственный автомобиль придется за свой счет. Алина Мусина, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112. На нарушение правил движения водителями автобусов стали обращать внимание не только автоинспекторы, но и автомобилисты. Видео с поворотом общественного транспорта с пассажирами в салоне налево из крайнего правого ряда снял возмущенный таким маневром водитель и отправил снятое в ГИБДД. Там водителя установили и пригласили к себе для беседы. Ее свидетелем была Лина Зинатуллина. Вот у нас как автобусы поворачивают. С какого ряда? Манера езды некоторых водителей автобусов с салоном, полным пассажиров, возмутила одного казанского автомобилиста. Грубое нарушение правил, поворот налево из крайнего правого ряда он снял на мобильный телефон и отправил в автоинспекцию. Вот это ваш автобус, получается, госрегистрационные знаки. В ГИБДД внимательно посмотрели, установили номера автобуса, водителя, который работал в этот момент, и пригласили его к себе поговорить. Осуществлять поворот налево только с крайней полосы. То есть, если нам направо, крайне право. Вы, к сожалению, поворот совершили с третьего ряда, получается. С крайней правой? Да. С правонарушением согласны? От этого зависит, согласен уж. Куда деваться? Признать признал, но со штрафом согласен не был. Рассказывает, что на дороге им нелегко. Автобусы никто не пропускает. Нарушения свои считает минимальными и то совершенными практически по необходимости. О безопасности пассажиров при этом молчит. К слову, водитель того же самого автотранспортного предприятия, подъезжая к остановке, задел ее боковым зеркалом так, что конструкция повалилась. 6 человек смогли убежать, а вот 14-летняя девочка не успела. Она потеряла сознание и получила сотрясение головного мозга. Ему грозит штраф от 2,5 до 20 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами от года до 2 лет. За последнее время в Казани, согласно статистике, число аварий по вине водителей общественного транспорта увеличилось на треть. Для исправления ситуации госавтоинспекция намерена усилить контроль как за водителями автобусов, так и за состоянием подвижного состава. Лена Знатульна, Нафиса Минязова, Амир Залишев, вызов 112. Задержана по подозрению в мошенничестве в интернете. Жительница Казани сообщила в полицию о том, что лишилась 16 тысяч рублей. Рассказала, что в интернете оплатила покупку брендовых игрушек. Однако товар на руки не получила. Полицейские быстро смогли выйти на след подозреваемой. Ей оказалась 31-летняя жительница Нижегородской области. Вину свою женщина полностью признала и даже частично возместила ущерб. В настоящее время подозреваемая доставлена в Казань и дает признательные показания. По предварительным данным, злоумышленница причастна к совершению 2 эпизодов преступной деятельности на территории города Казани. Следствие по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество продолжается. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.